Республика присоединилась к фестивалю «Том Сойер Фест». Проект объединяет неравнодушных горожан и жителей сел, которые восстанавливают исторический облик старинных зданий. Зародился он в Самаре в 2015 году. За это время «Второе дыхание» открылось у 120 объектов. Волонтеры из Коми провели субботник в Сыктывдинском Ипатово. Уникальная деревня без современного сайдинга с самобытной атмосферой. Виктория Палкина встретилась с активистами. Эта сельская школа была построена общиной крестьянской в начале прошлого века. Здание со столетней историей сегодня больше напоминает обычную заброшенную деревяшку. Выбитые окна, сгнившие венцы. Внутри активистов ждали десятки килограммов мусора. Вот посмотрите, здесь уже практически полностью мусор убран. Комната очищена. В этой части после уже закрытия школы находился сельский клуб, поэтому здесь более-менее сохранились помещения. Именно бывшую сельскую школу активисты и выбрали для первого субботника. Здание нужно спасать немедленно, говорит идейный вдохновитель фестиваля «Том Сойер Фест» в республике. Ольга Торлопова – уроженка этой самой деревни. Здесь, в Ипатово, ее корни. На зов присоединиться к спасительной исторической акции откликнулись школьники, студенты, сотрудники регионального Минсельхоза и пенсионеры. Комсомол, партия, выборы, депутаты. И до сих пор вот не могу жить спокойно. Где, куда вот самое. Туда и бегом. И пою, и танцую. Есть здесь и те, кто просто увидел информацию в социальных сетях. Транспорт предоставили, обедом накормили. А главное, у обычных жителей Коми появилась возможность спасти небольшой живописный уголок от забвения. Отношусь к людям, у которых нет дачи и которые на выходном не любят просто проснуться, лежать и ничего не делать. Я стараюсь на месяц себе на выходные придумать план. Я его вывешиваю себе, если что, в страничке ВКонтакте. И мы так вот ездим. Обычно это что-то спортивное. А здесь я у кого-то увидела репост, что будет благотворительность. А я вообще любитель таких вещей, особенно когда старина. Ну и мы решили, что мы хотим. Еще по задумке Ольги Торлоповой, эта деревня могла бы стать настоящим местом притяжения для творческих людей. Первый студенческий пленэр после субботника здесь уже провели. Поразили живописные места и нетронутая цивилизацией деревня. Современная деревня, она начала одеваться в сайдинг. И вот эта ситуация, когда есть еще сохраняется вот эта архетипичная архитектура и старая архитектура деревянная, вот в Ипатово она еще есть, не в таком большом, конечно, объеме, потому что она там разрушается, но на самом деле есть дома, есть даже та же школа ипатовская, которая говорит об архитектуре северных деревень, и для любого художника это очень важно. А еще Ипатово вполне может стать первым музеем под открытым небом. Для этого здесь есть все. Транспортная доступность, уникальная история, неповторимые пейзажи, а главное – искренняя любовь уроженцев этих мест, которые готовы вкладывать силы и средства в новый облик родной деревни. Потому что у нас на территории республики нет таких музеев, да, где вот под открытым небом, где бы вот мы именно могли посмотреть традиционные строения Коми. У нас хорошая экспозиция в Национальном музее, да, жила-была семья, да, где вот можно быт посмотреть, да, и все традиции, которые связаны с обиходом семьи. А такого вот, чтобы сохранялось вот именно традиционное жилье, да, чтобы можно было русская печь там была, чтобы можно было зайти там попробовать блюда из русской печи, да, узнать вообще, как жили. Такого нет. Планы на этот сезон, конечно, скромнее. Найти спонсоров и отремонтировать крышу сельской школы. Здание нужно законсервировать до следующего года. И уже с новыми силами браться за косметический ремонт. Виктория Палкина, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.